Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые руководители, педагоги-библиотекари, руководители образовательных организаций и все интересующиеся вопросом развития современных актуальных компетенций педагогов-библиотекарей. Мы продолжаем серию лекций, семинаров и вебинаров, посвященных важному для России празднику – Дню российской науки. И сегодня в рамках этого мероприятия мы представляем вам Наталью Ивановну Витошкину, заведующего отделом электронного обслуживания регионального центра президентской библиотеки имени Бориса Ельцина Национальной библиотеки Республики Коми. Пожалуйста, если у вас будут вопросы, задавайте их в чате, чтобы Наталья Ивановна смогла ответить на те вопросы, которые у вас будут возникать в ходе нашего с вами вебинара. Здравствуйте. Я бы хотела рассказать вам сегодня о том, что Национальная библиотека уже давно работает с полнотекстовыми электронными ресурсами, и вот мы хотели бы поделиться с тем, что мы уже знаем на данный момент. Для того, чтобы посмотреть, каким электронным ресурсам мы предоставляем доступ в Национальной библиотеке, нужно зайти на сайт Национальной библиотеки по адресу www.nbrcomi.ru. Мы находимся сейчас на главной странице. На левой панели вы видите раздел «Информационные ресурсы». Можно кликнуть на этот раздел и увидеть здесь такую вкладочку «Полнотекстовые электронные ресурсы». Эта вкладочка, контент этой вкладочки постоянно меняется, поэтому обновляется. Если у нас что-то изменяется, мы здесь тоже информацию изменяем. Ну и для начала, наверное, хотелось бы сказать о том, что вот мне представили, что я являюсь заведующей региональным центром президентской библиотеки. Рассказать, что это такое, может быть, не всем понятно. Президентская библиотека была создана в 2008 году, в этом году уже получается 10 лет ей, и в 2008 году был создан региональный центр президентской библиотеки в городе Сыктывкаре. И это существует 3 национальных библиотеки, это одна из национальных библиотек. Одна находится в городе Москве, и 2 других находятся в городе Санкт-Петербурге. И главное отличие президентской библиотеки заключается в том, что это полностью электронная библиотека, то есть она комплектует только электронные документы. И в каждом регионе существуют такие региональные центры, которые также предоставляют доступ к контенту. Кроме того, у нас в Республике Коми была такая разработанная двухуровневая модель, когда доступ к ресурсам предоставляется не только на базе региональной библиотеки, крупнейшей региональной библиотеки, но и на базе каждой центральной библиотеки, каждого муниципального образования. То есть у нас, получается, таких еще 20 центров доступа к ресурсам президентской библиотеки в республике имеются. И главной задачей регионального центра как раз стало создание региональной полнотекстовой электронной библиотеки, которую мы у нас называем Национальная электронная библиотека Республики Коми. Вот вы видите, первая вкладочка – это Национальная электронная библиотека Республики Коми. Это такой корпоративный продукт, который мы создаем совместно с крупнейшими фондодержателями республики, ну и, конечно же, с центрами общественного доступа, которые созданы в каждом муниципальном образовании. Начнем с этого ресурса. Если мы кликнем вот на ссылочку сверху, то мы попадем на новый сайт, он существует 2 года. Если мы кликнем на картинку, то мы попадем на старый сайт. Мы этот старый сайт не стали убирать, потому что здесь очень много информации, которая индексируются роботами-поисковиками, и они как раз направляют нас, все ссылочки ведут опять же на этот новый сайт. Здесь тоже можно выйти на новый сайт. Немножко расскажу о контенте, что здесь есть у нас интересного. Здесь вот если внизу прокрутить, можно увидеть информацию о проекте. Здесь можно познакомиться с тем, что есть в Национальной электронной библиотеке, что мы комплектуем. В первую очередь это конечно же, все документы, они краеведческие в той или иной степени. Первая коллекция – это «Зыряника», редкие краеведческие издания, о Коми крае и первые публикации классиков коми-литературы. Следующая коллекция – это нотные рукописи, которые могут быть полезны преподавателям музыки. Дальше это коллекция финно-угрика, которая была нам подарена венгерским финно-угроветом Петером Дамокашем. Здесь издания на финно-угорских языках. Собрание краеведческих периодических изданий. Здесь есть периодические издания Коми края с начала 20 века по настоящее время. И если старые издания мы
оцифровываем сами, берем из национального архива, если у нас есть какие-то лакуны, тоже оцифровываем и размещаем в электронную библиотеку, то современные периодические издания мы получаем по договорам от редакции газет и журналов. И здесь вот очень интересный контакт, например, для преподавателя истории можно использовать газеты военных лет для уроков истории. Для того, чтобы показать, что писали в это время, какие письма фронта писали, что сообщалось, тоже, в принципе, может разнообразить как-то уроки истории. Следующий раздел – это собрание писателей Республики Коми. Сюда вошли как раз наши известные писатели, такие как Елена Габова, Петр Столповский, Владимир Тимин и так далее. Еще у нас есть такой раздел, два раздела, это неопубликованные произведения и проект «Перекличка». Это мы даем возможность современным молодым писателям тоже опубликоваться здесь в электронной библиотеке. Мы считаем, что это тоже важно и интересно, дать возможность почитать, что у нас молодежь пишет. Причем это не просто молодежь, а молодежь, которая была рекомендована Союзом писателей, поскольку «Перекличка» – это проект Союза писателей. Следующий раздел – это переводы. В прошлом году мы реализовывали проект по оцифровке 34 произведений русской и зарубежной детской и художественной литературы. Это сказки Былины, труды Герцена и Гоголя, Короленко и Лермонтова, Некрасова и Чехова. И зарубежные некоторые авторы тоже здесь представлены. Это переводы на коми-язык. И кроме того, еще вот здесь у нас отдельно выделен раздел. Это собрание фондодержателей, то есть это такие небольшие библиотечки всех тех библиотек, которые, или фондодержатели, которые участвуют в комплектовании национальной электронной библиотеки. Ну, здесь вы можете увидеть, что это и Коми-научный центр, и Национальный архив, Национальный музей Республики Коми, Союз писателей, Союз композиторов и так далее. Не буду подробно на этом останавливаться. Здесь у нас разные уровни доступа. Если мы, например, вот я сразу открыла, чтобы времени не терять, один документ, вот, например, мы открыли документ куратов, набрали куратов, и вот у нас вышла книга избранная. Здесь можно посмотреть, то есть есть какие-то издания, которые можно, сейчас я, наверное, на каком-то примере лучше покажу, наверное, не на этом. Давайте мы здесь внизу выйдем на все издания, и так, где мы можем уровни доступа. Все у нас открывается, сразу у нас все открывается. Но поверьте мне на слово, что у нас существуют документы, которые можно открывать без регистрации. Есть документы, которые можно открыть также дома, но нужно ввести фамилию, номер читательского билета. И есть документы, которые мы в соответствии с 4-й частью Гражданского кодекса, то есть мы должны уважать права правообладателей на эти документы. Мы не можем предоставлять дома у вас, то есть вы дома не сможете их открыть, но есть какие-то, но вы сможете их открыть как раз в этих точках доступа, и здесь я тоже их вам покажу. Вот эти все наши партнеры, практически все, многие наши партнеры, они у нас, доступ, здесь у нас есть внизу на главной страничке раздел «Доступ», они у нас имеют доступ вот ко всему контенту, даже к тому, который защищен законодательством. Почему? Потому что также в соответствии с 4-й частью Гражданского кодекса мы имеем право предоставлять доступ к этому контенту в помещении библиотеки либо архива. И вот у нас эти точки здесь доступа перечислены. Вы можете здесь увидеть и Архангельск у нас присутствует, и Вологда, но это связано с тем, что мы были раньше частью Вологодской губернии. Естественно, есть какие-то краеведческие материалы, которые могут быть интересны нашим краеведам, и которые есть в фондах Вологды, и, допустим, нет у нас. Поэтому у нас и там есть доступ, и мы также, они нам передавали кое-какие материалы. Ну, вы видите, что здесь вот большое количество, по-моему, 25 у нас точек доступа было. То есть, если вы хотите получить доступ ко всему контенту, но не находитесь в городе Сыктывкаре, не нужно расстраиваться, можно просто прийти посмотреть, где у вас есть. Обычно на базе центральной библиотеки почти каждый есть доступ ко всему контенту, можно прийти. И еще один нюанс. Здесь можно, я говорила о том, что есть доступ. Так, здесь у меня уже нажато «Выйти». Есть документы, которые открываются после регистрации. Нужно ввести фамилию и номер читательского билета. Как же быть, если у вас нет номера читательского билета? Здесь у нас пока вот эта вкладочка у меня называется «Выйти», потому что я уже вошла. А так, эта вкладочка называется «Записаться». Нужно будет, в принципе, я могу выйти. Я могу показать, что можно здесь записаться. Вот видите, записаться. Нужно заполнить 8 полей.
отправить эти данные, и на электронную почту, которую вы указали при регистрации, вы получите в течение одного рабочего дня, вы получите номер читательского билета, вы станете нашим виртуальным читателем и сможете посмотреть большее количество документов. Так, вот это как бы первый ресурс, с которым я вас познакомила. Очень надеюсь, что он вам пригодится. Следующий ресурс – это… Так, мы возвращаемся опять же на сайт Национальной библиотеки. На левой вкладочке «Информационные ресурсы», полнотекстовые электронные ресурсы. И опять смотрим, какие ресурсы у нас есть. Следующий ресурс – это Национальная электронная библиотека Российской Федерации. Здесь, если просто объяснять, то это такая национальная электронная библиотека, которая состоит из множества региональных национальных электронных библиотек. Ну, не обязательно они называются национальными, потому что бывают областные библиотеки. Но вот из множества таких региональных библиотек формируется большая национальная электронная библиотека Российской Федерации. Это проект Министерства культуры Российской Федерации. И вот здесь уже количество документов гораздо больше. На конец 2017 года было более 4 миллионов. И вы видите, что здесь тематический рубрикатор имеется, можно заглянуть, посмотреть. Я на этом подробно останавливаться не буду, можно в свободное время заглянуть, посмотреть, что здесь есть, что может быть вам полезно. И еще здесь есть такой раздел «Электронный читальный зал». То есть вы можете посмотреть, где в Республике Коми, либо в каком-то конкретном населенном пункте есть точка доступа, где, опять же, в соответствии с законодательством Национальной электронной библиотеки Российской Федерации, они также не могут весь контент, который у них имеется, выложить в открытый доступ. Получается, что какую-то часть контента можно получить только в помещении читальных залов. И вот здесь они у нас перечислены. У нас здесь по умолчанию город Сыктывкар, потому что, видимо, система определяет, что мы находимся в Сыктывкаре. И поэтому вы видите точки доступа, где можно получить доступ. Это Национальная библиотека Республики Коми, ЦБС Сыктывкара, детская библиотека Маршака, Коми научный центр. Здесь еще сейчас вам покажу что-нибудь интересное. Здесь у нас вот Выльгородская средняя общеобразовательная школа. То есть вот они тоже, видимо, заинтересовались этим контентом, заключили договор. Доступ к этой библиотеке, он бесплатный. То есть нужно заключить договор. И обязательным условием, когда мы заключали договор, было то, что нужно было организовать для читального зала статический IP-адрес, постоянный IP-адрес. Для чего это нужно? И мы, в принципе, когда подключаем точки доступа к региональной библиотеке, тоже запрашиваем, заключаем договор и запрашиваем статический IP-адрес. Почему это нужно? Потому что, опять же, в связи с 4-й частью Гражданского кодекса мы должны быть уверены, что доступ предоставляется в помещении библиотеки или архива. А динамический адрес, то есть он может быть сегодня у вас, завтра он может быть у какого-то физлица, послезавтра он еще где-то может быть. То есть нет уверенности в том, что воспользовались ресурсом именно из этой точки доступа, из библиотеки, из помещения библиотеки или из помещения архива. И поэтому нужно приобрести заключить договор. Вот мы заключали договор с Ростелекомом и приобрести этот статический IP-адрес, постоянный IP-адрес, который будет только у вас. И по этому IP-адресу получить доступ к этому ресурсу. Вот видите, что Выльгородская средняя общеобразовательная школа уже такой доступ получила. И вы, в принципе, тоже можете, тем более это бесплатно. Следующий ресурс – это президентская библиотека. Я уже говорила о президентской библиотеке, что она находится в городе Санкт-Петербурге, что мы являемся ее региональным центром, и у нее тоже есть богатый фонд. Если мы зайдем на сайт президентской библиотеки, мы увидим, что здесь у них основные 4, профиль комплектования, он включает 4 основные темы. Это российский народ, территория России, русский язык и государственная власть. Вот мы активно продвигаем тоже этот контент, и он может быть интересен как учителям истории, поскольку здесь очень много документов, хроник, видео, аудиодокументы. Здесь, в принципе, можно в каждом разделе почитать тоже, что это за ресурс. В состав входят материалы из крупнейших российских архивов, библиотек, музеев федерального и регионального значения. И есть также фото, аудио, видеоматериалы, например, хроники какие-то, которые можно также на уроках истории показывать детям. Или есть также материалы для преподавателей гуманитариев, потому что есть коллекция, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину, Федору Достоевскому и так далее.
Следующий ресурс, на котором и так же, как и с предыдущими ресурсами, доступ частично, 1/3 часть где-то предоставлена, можно получить в помещении у себя дома. И остальная часть, которая закрыта, есть точки доступа также в каждом регионе. И у нас в Республике Коми такая точка доступа есть только пока в настоящее время в Национальной библиотеке и еще в Интинской центральной библиотеке. Дело в том, что здесь чуть-чуть посложнее условия доступа, поскольку, во-первых, нужно заключить договор с президентской библиотекой, а перед этим должен быть заключен договор между главой Республики Коми и президентской библиотекой. Такой договор имеется, он заключен, поэтому организация, в принципе, может выйти с инициативой подписания договора с президентской библиотекой. Но здесь есть условие, то, что необходимо, во-первых, скорость интернета должна быть не менее 2 мегабит в секунду, а рекомендуемая она составляет 10 мегабит в секунду для того, чтобы качественно просматривать, с достаточной скоростью просматривать документы, загружать и просматривать. И еще здесь такой нюанс есть, то, что приобретается лицензия CryptoPro, она стоит на одно рабочее место, стоит, вот по последним данным, в конце 2017 года она стоила 2100 на один компьютер. То есть это тоже нужно учитывать. Но здесь как бы такое отличие основное заключается в том, что это не то, что ее нужно платить каждый год эту сумму. Это один раз одноразово заплатили, то есть можно пользоваться этим доступом. Следующий ресурс – это электронная библиотека диссертации Российской государственной библиотеки. Это еще одна наша национальная библиотека, которая находится в городе Москве, которая отвечает за НЭБ-РФ, за Национальную электронную библиотеку Российской Федерации. И вот еще у нее есть такой крупный полнотекстовый ресурс – это электронная библиотека диссертаций. Но я думаю, что это, конечно же, скорее всего, не для учебного процесса, а для самообразования, для повышения квалификации педагогов. Может быть полезно. У этого ресурса здесь можно зайти на сайт disrsl.ru или пройти по ссылочке, и здесь можно осуществлять поиск в каталоге. Например, давайте что-нибудь вобьем. Для того, чтобы узнать, что вообще есть в библиотеке, стоит ли приходить в Национальную библиотеку, например, для того, чтобы посмотреть полные тексты. Вот здесь мы видим, что можно познакомиться с тем, что есть в фонде. Мы видим, что было по запросу Коми 913 записей выдано, но здесь мы их не можем просмотреть, полный текст мы не можем здесь почитать, потому что доступ, опять же, реализован через систему виртуальных читальных залов. И у нас в Республике Коми, по-моему, только у нас в Национальной библиотеке есть такой доступ. Этот доступ, он платный, но, в принципе, для библиотек, для жителей Республики Коми, потому что есть такой выход, у нас есть система межбиблиотечного абонемента, мы имеем право распечатывать эти диссертации. То есть, если вы нашли в электронном каталоге какую-то диссертацию, с которой вы хотите поработать, то вы можете отправить заявку через нашу службу межбиблиотечного абонемента. Мы распечатываем вам эту диссертацию, вы оплатите стоимость распечатки, и вы сможете получить эту работу, поработать с ней не по электронной почте, а по физической почте. Вы получите ее по почте. Так, что-то здесь еще хотела важно сказать. Ну вот, получается, что вот это еще один такой ресурс, и можно получить доступ, узнать, что есть у себя дома, что есть в этой библиотеке. Потом есть большое количество разных библиотек, разных ЭБС и ресурсов, которые являются, с одной стороны, платные, но часть контента у них имеется бесплатно. Например, вот Федеральная электронная медицинская библиотека. Есть документы, которые платные. Всего фонд библиотеки включает 3,2 миллиона документов, а в открытом доступе около 24 тысяч документов. То есть часть контента, она есть бесплатна. То есть такими ресурсами тоже не стоит пренебрегать. Нужно заходить, смотреть, знакомиться, что здесь есть. И, может быть, в этой библиотеке есть что-то из бесплатного контента, то, что вам может быть полезно и интересно.
Следующий такой ресурс, например, Институт мировой литературы имени Горького. Но не буду подробно на этом останавливаться, потому что таких ресурсов, в принципе, много. Мы здесь просто некоторые разместили информацию о некоторых для того, чтобы, когда читатели к нам приходят, они что-то ищут, для того, чтобы быстрее сориентироваться. И Library тоже такой хороший ресурс, научная библиотека и Library. И здесь есть более 3800 журналов открытого доступа. Ссылка у нас есть, тоже можно зайти, посмотреть, что есть в открытом доступе. Я буквально вчера заходила, есть также материалы для педагогов. Можно посмотреть. Правда, нужно поковыряться, но можно в поиск вбить, например, что-нибудь. Тут был поиск. И переводить. Так, следующий ресурс. Litres. Litres, вы, наверное, многие слышали про эту библиотеку Litres, многие пользуетесь. Она очень удобна тем, что можно не быть привязанным к библиотеке, а можно у себя дома, либо где бы вы ни находились, в очереди где-то сидите или где-то в транспорте едете, вы можете не терять время, почитать книжки художественные. И причем эти издания, которые самая современная литература, вы можете получить очень быстро, потому что пройдет какой-то определенный период времени, пока бумажный экземпляр придет в библиотеку, пока он пройдет обработку, каталогизацию, и когда попадет он на полку, еще, может быть, кто-то его возьмет на руки, этот экземпляр, а тут мы очень быстро можем получить доступ к самой современной и интересной художественной литературе. Мы очень активно тоже используем Litres, нашим читателям очень нравится, очень много у нас читают. И здесь я хотела бы рассказать вот основные условия, может быть, тоже будет интересно. Для того, чтобы получить доступ к Litres, у библиотек доступ он реализован по-разному. Некоторые библиотеки просят, чтобы вы пришли к ним и попросили у них логин-пароль, записались в библиотеку, попросили у них логин-пароль. Мы решили не ограничивать круг наших читателей, пользователей Litres, поэтому вы можете, не приходя в библиотеку, можете обратиться либо по электронной почте, либо в группу, у нас отвечает за этот ресурс отдел абонемента. Можете к администраторам группы ВКонтакте написать, что вы хотели бы получить логин и пароль. Вот здесь ссылочки все есть, почта есть. Можно прийти также лично и попросить логин, пароль. И ВКонтакте тоже можно обратиться. И здесь что мы просим, какую информацию от пользователей. Для получения логина и пароля вам нужно указать свою фамилию, имя, отчество, номер читательского билета. Если билета нет, то мы вспоминаем о том, что у нас есть виртуальная запись в библиотеку. Мы опять возвращаемся, здесь же ссылочка это есть, возвращаемся на Национальную электронную библиотеку, заполняем эти 8 полей, отправляем, отжимаем кнопочку «Отправить» и получаем на электронную почту номер читательского билета. Все, мы можем уже отправлять, после того, как получили номер читательского билета, мы можем отправлять заявку на абонемент. Кроме того, здесь еще есть такой раздел, это дата рождения. Для чего эту информацию нужно дать? Понятно, что есть контент, который нельзя читать детям, кому нет еще 18 лет, например. Да? Поэтому вот как бы такое ограничение по дате рождения уже будет автоматическая система вам запрещать читать какие-то книги, если вам нет 18 лет. Кроме того, вот, слышала, что есть еще Litres школа. Ну, вот как бы так подробно с ней не знакомилась. Вот, но я думаю, что предполагаю, что если один и тот же поставщик, скорее всего, система работы может быть точно такой же. Этот ресурс для нас платный. То есть мы заключаем договор с Litres и оплачиваем количество выкупленных книг. То есть какая-то сумма зачисляется, которую мы обговорили, она зачисляется на наш счет. И когда пользователь покупает в фонд библиотеки какую-то книгу выкупает, у нас списывается эта сумма. Причем этим процессом можно управлять. Если, допустим, мы считаем, что эта книга, она может быть низкопробная, может быть, не хотели бы, чтобы эту книгу читали, хотя, возможно, что в Litres школы там такой литературы нет, может быть, там отбор есть какой-то уже предварительно сделан. Если вы, например, считаете, что это не является профилем вашего комплектования, вы не хотите какую-то книгу брать, можно настроить профиль администратора так, что вы будете сами, пользователи будут отправлять вам запрос, а вы будете сами решать, выдавать эту книгу или не выдавать, потому что вы тратите свои деньги, получается, списывается определенная сумма, но та книга, которую купил какой-то один читатель, получается, он запросил у вас, и вы ее купили в фонд библиотеки, этой книгой можно пользоваться в течение года с того момента, как вы купили, например, 9 февраля вы купили какую-то книгу, и до 9 февраля 2019 года вы можете ее читать и загружать
получается практически 25 раз, 24 раза, наверное, потому что книга выдается на 2 недели. Если вы не успели книгу дочитать, то вы можете отправить повторную заявку, если вас кто-нибудь не опередил. Вот такие условия Литреса. Еще, ну вот еще разные другие ресурсы. Киберленинка тоже стоит. Я думаю, что вот в этом разделе стоит, если вам интересно, стоит поковыряться, посмотреть, что здесь вообще есть. Тоже он такой относительно платный, а здесь вот написано доступ бесплатный, кстати, да, Киберленинка. Еще у нас бывают тестовые доступы. Тестовые доступы это, например, вот у нас универсальные данные EastView Information. Это такой ресурс, который нам предоставили доступ с 29 января по 28 февраля 2018 года. Здесь 33 универсальные базы данных по педагогике, биологической, медицинской науке, психологии, информационной технологии, экономика, менеджмент, философия и так далее. Доступ у нас предоставляется по IP-адресу, это условие вот этого агрегатора. И здесь можно особенность в том, что получается, что только нужно опять же прийти в помещение того учреждения, в котором предоставлен доступ. У себя дома вы не сможете посмотреть, что есть, и открыть эти файлы. Еще здесь хотела очень важный момент отметить, то что если вы хотите поизучать какие-то другие ресурсы, можно смело находить менеджеров, которые работают с этими ресурсами, которые обязаны продвигать эти ресурсы и просить тестовые доступы. Тестовые доступы желательно просить не менее чем на месяц, потому что вот мы раньше когда-то такое практиковали на 2 недели, за 2 недели мы, например, не успеваем предложить всем, показать всем и оценить ресурс. Месяц это такое более-менее оптимальное время. То есть не нужно стесняться, они очень хорошо на это реагируют, они дают обычно тестовый доступ, потому что они заинтересованы в том, чтобы продвигать ресурс, заинтересованы в том, чтобы вы изучали, что в этом ресурсе есть, и чтобы вы, может быть, там, если он вам понравится, чтобы вы могли найти возможность его купить. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что это все, что я хотела сказать. Добро пожаловать на сайт Национальной библиотеки, заходите в наш раздел «Информационные ресурсы», он у нас здесь обновляется, вот на февраль у нас доступ получается к EastView, на март у нас еще один доступ, и на апреле у нас еще 3-й доступ есть, так что у нас здесь информация будет обновляться, смотрите, знакомьтесь и используйте на благо себе и вашим ученикам. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Наталья Ивановна. Жаль, что нет вопросов, но, скорее всего, это связано с тем, что действительно вот мы все знаем, что у нас есть Национальная библиотека, вам уже 180 лет, да, как, в общем, мы тоже видели на вашем сайте. Вот, и мы привыкли к вашему существованию, но о том, что эта библиотека сегодня такая современная, идущая в ногу со временем и даже где-то опережающая, ну вот, наверное, многие узнали сегодня впервые. Уважаемые коллеги, да, это действительно такой не просто ценный, а, наверное, даже во многом бесценный ресурс, поэтому обязательно пользуйтесь, заходите, регистрируйтесь, используйте в своей работе, приобщайте ваших учеников, вот, и, скорее всего, этот ресурс позволит вывести на совершенно новый, качественный уровень то обучение, которое вы ведете в рамках своих учебных или внеучебных мероприятий. Большое спасибо, Наталья Ивановна. Спасибо Будем вам. сотрудничать. До Спасибо. свидания.